Sabahınız hayır olsun sevgili Gagavuz dili sevenler. Bugün Mayın 20'si Cumartesi. Bugün bizim 3. urağımız var. Tekrarla başlayırız urağımıza. Tekrar, повторение. Вокалlar. Друзья, некоторые из вас затрудняются в буквах, особых наших буквах и произношении их. И, конечно, в написании тоже будут проблемы. Но мы с вами будем начинать урок с маленькой зарядки. Повторение, да, друзья? Хорошо. А буква С. А буква С, то есть буква А, пишется как в начале слова, так в середине, в конце. И она буквально такова же, как и в русском языке. А. Особая буква, которая свойственна тюркским языкам. Внимательно слушайте, пожалуйста, произношение. Например, в слове ben, sen, gülme, gelme. Поняли, да? В начале слова эта буква не пишется. Ни в коем случае в начале слова эту букву мы не пишем, друзья. Она может быть в середине и в конце слова глаголов инфинитива, да, инфинитивной формы. Но это мы будем проходить дальше. Буква но не ё, это не ё, это буква В начале слова она ютированная, друзья. Например, gökyüz. В начале слова она так произносится. Но это буква но не ё, не ё, не ё. Это в середине слова Например, гölь. Произнесите слово гölь, озеро. Гölь. Держите эту букву. Гölь. Вот она буква Вот эта буква друзья. В начале слова она ютированная. Gökyüz. Поняли, да, друзья? Дальше. Опять же буква сложная, буква, друзья. Буква В начале слова ютированная ekmek, ev, елек. Она ютируется в начале слова, но в середине слова это буква Давайте посмотрим. Gelin, невеста. Gelin, Держите эту букву, этот звук. Gelin. Видите, это буква В начале слова она ютируется. Но йод в начале слова ени, елек, ев. По орфографии гагаузского языка, которая принята недавно, не пишется. Поняли, да? Но в моих произведениях, в моих научных трудах, в некоторых словах, где она нужна, я ее использую. Например, в словах ени, ешь. И еще там около 27 словах. Идемте дальше. Буква это как русская оборотная друзья. Bukvasında ağzımız ta açık. Türk dostlarımız var. Anlayamıyorlar bu problemayı onlar da. Ağzımız biraz daha açık. Эта буква используется только в аффиксах настоящего времени. Глаголах настоящего времени, пардон. Bakır, alır. Поняли, да? И все. В других случаях эта буква не пишется. Bu harfla kelime başlamaz. Для турецких друзей говорю.
Bu harfla da kelime başlamaz. Только в глаголах настоящих, в аффиксах глаголов настоящего времени. Bakır, sorar, заднего rяда, da, kalın vokallarla. Sonra da geçeceğiz onlara, geçeceğiz dostlar. Bir de ü bukvamız var dostlar. Ü yazdım şimdi. Ü bukvamızda sözün içinde ü ama sözün yönünde gene yotlu. Yüzük. Bakın yüzük. İkinci ü'yü tutun. Yüzük, ü. Bukvanın adı ü bukvası. Güneş, tutun orada bukvayı. Güneş, ü. Ama değil yu. Güneş, Sözün önünde yotlan duyulur ama yotu yazmayırız. Yüzük, yürek. Hem başka laflarla başlayır bu bukvamız. Yotlu işleriz ama yotu yazmayırız. Diftonklarda da zorluk çekeriz dostlar. Ya, ay, yakın. Bakın dostlar, iki kısım var lafta değil mi? Ya, bir kısım, ikinci kısım, kın. Yakın. Aylık. Месячный, да? По месяцу. Aylık ödek. Месячная зарплата. Aylık. Yakın, близко. Yazlık. Место, где yazlık это место, комната, где можно жить летом. Yazlık, то есть комната без печки, можно сказать, да? Yazlık, где тепло летом. Yazlık. Kayık. Ay. Bakın burada ay. Bir diftong ve ikinci diftong y. Kayık. Dostlar bakın k nasıl yazılıyor. Kayık. Bize böyle geliyor. Kayık. Böyle olmaz. Kayıklotka. Böyle olmaz dostlar. Onu çizeriz üstüne. Kayık olmaz. Kayık. Bakın kalın vokal var. Ona göre burada da kalın vokal geliyor dostlar. Видите, друзья, здесь значит, гласный, твердый гласный. И опять же вот гласный заднего ряда, твердый гласный. Кайык. Поэтому пишем и ни в коем случае не пишем так. Каймак. Это сливки и одновременно это сметана. Каймак. Йо или ой в слове. В начале и внутри слова или в конце слова. Бой. Рост. Бой. Ни в коем случае не пишем бой. Нет, это неверно, друзья. Бой. Она у нас ютируется. Вот она, бой. Сой. Yorgun. Сой. Это сорт. И одновременно benim soyum. Родня. Yorgun. Уставший. Yorgun. Усталый. Yorgun. Yorgun adam. Уставший человек. Оюк. Оюк это место. Oyuk yer var nasıl olsun dostlar. Bir de oyuk ağaç var nasıl olsun. Место с вмятиной или же место, где есть дупло какое-то, да? Вы меня поняли. Оюк. Это у нас прилагательное.
Дойма. 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 Насытиться. Пожалуйста. Ой, аффикс. Дойма. Это у нас инфинитивная форма глагола. Дойма. Насытиться. Боя. Краска. Олой. Масло. Заимствованное слово. Посредством молдавского, возможно, слово олой греческого происхождения, возможно, не могу сказать точно, но нам пришло посредством молдавского языка олой. Уй. 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 Йылдыз. Друзья, обратите внимание. Йылдыз. З. Слышим С, пишем З, да, друзья? Есть твердые гласные. Пожалуйста, вот они, твердые гласные. Поэтому ни в коем случае не илдыз. Илдыз. Ни в коем случае не пишем илдыз. Даже наши некоторые могут написать вот так. Вот правильная форма слова. Йылдыз. Йылдыз. Йылма. Йылма. Йылмаша. Знаю глагол уже, да? Йылма это, как сказать, чтобы было понятно всем. Может, кто-то из вас уже нашел слово. Йылма это дорога, которая идет. Крутая дорога, да, друзья? Крутая дорога. Йылма. Йылмаша. Йылык. Человек с косыми глазами, да? Йылык. Йылык. Вот она. Йылык. Пишется так, друзья. Кыйын. Косой. Косая линия, например. Кыйын. Кыйын. Кыймык. Это кусочек, острый кусочек от дерева. Кыймык. Стружка, не стружка, а как будет на русском. Кыймык. Кыймык. Острый кусочек дерева, который может попасть в палец, повредить кожу. Кыймык. Каюк. Лодка. Каюк. Обратите внимание, друзья, как пишется, и не забываем про гармонию гласных. Если А есть, то не может быть И, да? Каюк. Поэтому ставим И, пишем, да? Каюк. Хорошо. Повторим сейчас с вами еще. На том уроке проходили цвета. Я взяла только самые распространенные цвета. Конечно, есть еще много цветов, да? Я взяла самые распространенные, но я сейчас работаю над статьей, где рассматриваю этимологии цветов. Итак, цвета. Сары. Сары. Желтый. Кырмызы. Красный. Ещиль. Мави. Пишем с двумя А. Мави. Боз. Серый. Слышим С, но пишем З, как и раньше учили с вами, да, друзья? Учили, что в конце слова С слышим, но обязательно пишем З. Боз. Кара. Черный. Бияс. Белый. Мор. Коричневый. Это основные цвета. Есть оттенки. Мы в группе даем оттенки. Можете посмотреть там, почитать, познакомиться. Sayılar. Цифры. Sayılar. Sıfır. Bir. Повторяем, да, со мной, друзья? 2. 3. 4. 5. 6.
7, 8, 9, 10. 9, 9, 10. Друзья, тут придется поработать всем. 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Обратите, как пишем. Обратите внимание, как пишутся буквы. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 800, 800. 800, тогда, друзья? 900, 1000, 2000. И дальше все идет. Обратили внимание, да, друзья? Вам нужно будет выучить наизусть до 10. Это важно. Потом нужно будет выучить десятки. А потом уже легче. 100, 200, 2 сотни. 300, 3 сотни. Обратили внимание, да, друзья? И так далее. Но еще вам придется... Вот, пожалуйста. 11. 10, 1, 1. 11. 12. 10, 2. 12. 21. 21. 23. 23. 34. 30, тридцатка, да? 4. 35, 30, 30, 5, 5. 35, 35. Словно как в русском перевод, прямой делаем перевод. 35. 44. 44. 44. 55. 55. 67. 67. 67. 72. 80. 88. Pardon. 93. 93. 99. 101. 101. 110. 110. 110. 110. Okuyarız birlikte dostlar. Burada boş yerler var. İsterseydiniz şimdi yazın, isterseydiniz sonra yazın. Друзья, я читаю. Вместе произносим, читаем. Если успеваем, пишем, а не успеваем, смотрим наверху и потом работаем, пишем и делимся на нашей страничке. 3. Вот она. 3. 7. Вот она, да? 7. 9. З в конце. З. Не забываем, пишем правильно. 9. 15. 15. 15. 15. 28. 28. Пишем отдельно, раздельно, да, друзья? Вот она, 23. 28. 31. 31. Вот слово 30 и бир, вот оно. Пишем, друзья. 31.
42. 42. 48. 56. 56. Вот она 50, и вот она 6. Два слова. 56. 67. 67. 73. 85. Пишем правильно. 98. 102. 105. 112. 26. Oy, 206. 206. 251. 251. 343. 343. Bakalım burada ne var? Okuyalım. Burayı da sıfraları yazalım. 18. 18. Что такое 18, друзья? Он десятка и 8, 8. 18, да, друзья? Пишем сюда 18, цифру пишем. 27. Я убираю свое Е. 27. 27. 68. 68. 71. Пишем сюда 71. 71, да, друзья? Находим и пишем. Можете сейчас не писать, оставьте в свободное время. Когда будете работать, будете писать. 102. 65. 42. 59. 11. 11. И вот такое задание. Resimde ne var? Resimde ne var? Renkleri hem sayıları kullan. Resimde ne var? Ne var resimde? Resimde. Resim. Табло. Знаем, да, друзья? Картинка, ресим. Де. Плюс аффикс де. Помним, да, друзья? Проходили тему где. Нереде. Ресимде. Что есть на картинке? Что есть? Что есть на kартинке? Renkleri hem sayıları kullan. Мы уже с вами знаем, что такое renk, цвета и sayılar, числа. Balkon. Resimde ne var? Renkleri sayın, kullanın. Sayıları, hem sayıları kullanın. Что мы видим, друзья? Видим улицу, где есть балконы всякого цвета, да, друзья? Вот видны кое-какие балконы. Ну, можем приблизительно написать, сколько балконов. Например, 4 balkon. 1, 2, 3, 4. 4 пишем буквами. 4 balkon. Кişi. Kaç kişi? Kişi, люди, insan. Вот они, друзья, трое, да? 1, 2, 3. Пишем сюда. 3 kişi. Написали? Хорошо. Пенчере. Окно. Пенчере. Пенчере. Resimde ne var? Что есть на рисунке? Пенчере. Kaç pencere? Сколько окон? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Мы можем сказать sekiz, dokuz, on. Пишите любую цифру. On pencere. 10. On pencere. Sokak, улица. Сколько улиц видно? Bir sokak, да, друзья? Или вот тут еще одна идет отсюда. Iki sokak. Пишите. Bir или iki sokak. Yol. Kaç yol var? Bir yol. Ha bak burada bir yol var. Bir ya da iki yol da. Bayrak var mı? Bayrak, флаг напишите, кто не знает. Байрак, флаг. Байрак var mı? Пишем здесь. Yok. Да, друзья, пишем. Yok. Пишем правильно yok, да, друзья? Yok. Deniz var mı? Море есть? Пишем сюда опять. Yok пишем, да? Deniz yok. Пожалуйста, друзья, вот написали на бумаге, на ваших заметках, где вы работаете. Свободное время просмотрите, прочитайте, произносите, пожалуйста. Идемте дальше. Boşlukları doldurun. Заполните пустые места. Kaç yaşındaysın? Kaç? Сколько? Сколько лет тебе? Тебе сколько лет? Kaç yaşındaysın? Тебе сколько лет? Сюда пишем, например. 45, да? 45. И смотрите там, друзья, и находите свой возраст и пишите тут. У нас разные возраста. У нас есть и детки, которые смотрят нас, и молодые люди, и люди в преклонном возрасте. Есть люди с разных специальностей и званий. Пишем, друзья, вместе работаем. Кардашин kaç yaşında? Кардаш, братик, младший брат. Помним, да? Кардаш, младший брат. Кардашин kaç yaşında? Твой брат, младший брат, твоему младшему брату сколько лет? Да, твоему младшему брату сколько лет? Посмотрите в русском, какое оно длинное, а в гагаузском, какое оно короткое. Кардашин kaç yaşında? Ответ. Кардашим, например, 18 лет. Он 8 yaşında. Да, друзья? Сами пишем правильную информацию. Находим правильные цифры. Танас батюм. Брат. Старший брат. Танас зовут, да? Танас батюм. 45 yaşında. Например, 45 лет, да? 45 yaşında. Tanaz Батюм 45 yaşında. Сюда можете написать кызым 7 yaşında. Кызым, да, дочке. Дочке 7 лет. Кызым, вот, пожалуйста, друзья, Кардашин. Kaç yaşında? Вопрос. Твоему брату сколько лет? Ответ. Кардашим. Моему брату. Моей дочери кызым. Я пишу, друзья, кызым. Эта тема, мы будем ее изучать дальше. Эта тема очень хорошая тема, интересная тема. Вот она, кызым, моей дочке. Моей дочке. Например, сколько там? Ну, сколько там? 6, 6 yaşında. Yaşında. Kızım 6 yaşında. Дочке 6 лет. Поняли? Хорошо. Идемте дальше. Сад кач. Вот, пожалуйста, тут сад var. Сад. Сад кач. Сколько времени? Сад кач. Сколько времени? Урок сад качта. Во сколько урок? Урок сад качта. Сад. Друзья, долгое, да? Произносим долго. Сад. Урок сад качта. Урок saat 8'de. Saat 8'de. Помните? 8'de afiks, да? Nerede? Evde. Kaçta? 8'de. Kimde? Nerede? Kimde?
anamda ya da Dimu'da. Помните, да? 8'de 8. Urok 8'de. Urok saat 8'de. Senin avtobusun saat kaçta? Senin, твой, avtobusun saat kaçta? 9'da. В 9 скажем, да? 9'da. 9'da. 9. Вот, пожалуйста, пишем, друзья. 9 плюс аффикс да. В 9 часов. 9'da. Видите, все твердые гласные. Твердые гласные, поэтому аффикс тоже твердый. 8. Гармония гласных, да? И 8'de. Saat kaç? Burada dostlar. Saat kaç? Saat 7. Saat 7. Yazın buraya. Saat 7. Saat 7. Поняли, друзья? Работаем. Идемте дальше. Hop. Geçtik. Dönelim geri. Boşluk doldurun. Bir ayda kaç gün var? Bir ayda kaç gün var? Сколько дней в одном месяце есть? В одном месяце сколько дней есть? Вот так на русском будет звучать вопрос. Bir ayda, ай месяц, помним, да? Bir один. Bir ayda, ай аффикс да? Корень ай. Bir ayda kaç gün var? Kaç, сколько? Помним, друзья? Kaç, сколько? Gün, день, есть, var. Повторяю. Bir ayda kaç gün var? 30. 30. Да, друзья, 30. Слышим с, пишем з, помним, да? 30. Evde kaç kişi var? Evde kaç kişi var? Уже понимаете, да, друзья? Ev, корень слова дом, evde, в доме или дома. Kaç, сколько, kişi, людей, люди, да, kişi, var, есть. Evde kaç kişi var? 5, 6, 8. Burayı yazarız. Пишем здесь. Senin kaç uşağın var? Senin kaç uşağın var? Сколько детей у тебя есть? Senin у тебя kaç, сколько? Ушан, детей есть. Слово ушак, да, друзья? Тут выпадение к и ушан, сенин, ушан. Мы это будем проходить. Сенин kaç ушан var? У тебя сколько детей есть? Например, 3. 3. Sokakta kaç araba var? Sokakta kaç araba var? Поняли все, друзья? Sokakta, на улице, sokak плюс аффикс та. Kaç, сколько araba, машин var, есть. Sokakta kaç araba var? 6. На улице сколько машин есть? 6, например, да? Sokakta kaç araba var? Дальше. Bugün ayın kaçı? Сегодня какое число? Bugün, bugün, долго читаем ü. Bugün ayın kaçı? Сегодня какой день месяца? Если так сделать перевод такой, да? Сегодня какой день месяца? Bugün ayın kaçı? Сегодня какое число?
Например, 15, 15 число, 15. Пишу, друзья, 15. 15. Bugün 15. Bugün ayın 15. Bugün ayın 20. Сегодня, да, друзья? Я начала урок с этого. 20. Ayın 20. Вот оно. Поэтому ayın 20 пишем. Поэтому получается аффикси, друзья, да? Аффикси. Ayın 20. 15, да? 15'i, ayın 15'i, ayın 20'si. Bugün mayın 20'si. Идемте дальше. Телефон номерин kaç? Телефон номерин kaç? Какой номер телефона у тебя? У тебя вот оно, номерин, вот это не, сенин, номерин. Мы это пройдем с вами далее. Номерин kaç? 0 534 663 78 0 0. Daha bir kere sesleyin. 0 534 663 78 0 0. Bakalım öteye doğru. Yılda boşluk var burada. Ay var. В году месяц есть, да? Yılda 12, değil mi, друзья? 12. В году 12 месяцев есть. Yılda, yıl, год. Помним, да? Учили слова. Yıl, год. Yılda, в год, в году. Yılda 12 ay var. Ayların adını verelim. В гагаузском языке сохранились старые названия месяцев. В школе дети учат эти названия месяцев, но я думаю, что в официальном нашем языке должно быть так, а дети и все люди гагаузы должны знать еще и старые наши названия месяцев. Но это мое мнение. Январь, февраль, март, май, июнь, июль, август, сентябрь, декабрь, ноябрь. Yanlış olmuş. Sentyabri. 2 kere olmuş. Alıyorum bunu, siz de silin oradan. Sentyabri. Oktyabri yazmamışız. Bir minutçuk. Oktyabri. Doğrudun sizde dostlar. Olsa vardı mı? Sonra noyabri gelecek. Noyabri. Hem de bitkide gelir. Dekabri. Dekabri. Tekrar okuyorum. Şimdi okuyorum. Yılda 12 ay var. Yanvar, fevral, mart, may, iyun, iyul, avgust, sentyabri, oktyabri, noyabri, dekabri. Haftada 7 gün var. Haftada 7 gün var. В неделе есть 7 дней. Haftada 7 gün var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi,
Pazar. Tekrar söyleyelim. Pazartesi, понедельник. Salı, вторник. Çarşamba, среда. Perşembe, четверг. Cuma, пятница. Cumartesi, суббота. Pazar, воскресенье. Hafta, неделя. Yıl, год. Ай, месяц. Запомнили, да, друзья? Идемте дальше. Kaçıncı? Kaçıncı? Sıraya göre dostlar. Sıralama. Kaçıncı? Который по числу. Который по числу. Аффикс ncı, ıncı. Benim evim ikinci katta. Мой дом на втором этаже. Мой дом на втором, да, друзья, вот она, katta. На втором этаже. Benim evim ikinci katta. 2, 2, ncı, ikinci. Benim evim ikinci katta. Kız kaçıncı katta? Обратите внимание, даже в вопросе есть этот аффикс, да? Вот он, ncı. Kaçıncı. А может быть и инджи. Вот, пожалуйста, инджи. Потому что ики с мягкими гласными, да, друзья? Если мягкие гласные есть, то, значит, аффикс тоже идет мягкий. Инджи. А если есть губные, например, üç. Вот, пожалуйста, üçüncü. Ну, сейчас мы до туда дойдем, да? Kız kaçıncı класста? Девочка в каком классе? В каком классе? Kız kaçıncı klasta? Kız altıncı klasta. Kız altıncı klasta. Пожалуйста, класста. Глухой согласный и аффикс тоже глухой, с глухого согласного начинается. Тут то же самое. Katta. Симу üçüncü sırada. Симу в третьем ряду. Симу üçüncü sırada. 3-3, да, друзья? Üçüncü в третьем ряду. В каком ряду? Kaçıncı sırada? Kaçıncı sırada? Üçüncü sırada. Koli 5. uşak başçasında. Koli 5. uşak başçasında. Ушаг başçası, вот он, ушаг başçası, это детский сад, друзья. Вот отсюда başçası, başçası. Koli uşak başçasında. Nerede? Uşak başçasında. Коли 5. ушаг başçasında. Коли в пятом детском саду. Или в детском саду номер 5. 5 мягкое гласное и аффикс инci. 5. 3. 6. 2. Поняли, да, друзья? Идемте дальше. Cevap verin, ответьте. Kaç kişi var odada? Odada 4 kişi var. Посмотрите, у вас дома сколько человек есть. Напишите то число. Сколько людей в комнате есть? Сколько людей в комнате есть? В комнате 4 kişi var. Siz kaç kilaysınız? Сколько килограмм вы весите? Siz kaç kilaysınız? Сразу стали на весы, посмотрели и написали с точностью. Не скрываем ни от кого свой вес. Ben 78
kilayım. Ben 65 kilayım. Поняли, друзья? Bu банка kaç kiloluk? Эта банка сколько литровая? Друзья, в гагаузском языке литр не используется, слово литр, и гагаузы говорят кила. 3 kilo şarap, 5 kiloluk su, 5 kilo süt и так далее. Гагаузы это знают и сразу же, наверное, подтвердили, да? Bu banka kaç kiloluk? 3 kiloluk. Пишем сюда 3 kiloluk. 3-литровая, да? Kaç kilo alma aldın? Kaç kilo alma aldın? Сколько килограмм яблок купил? Ты купил. Aldın. Kaç kilo alma aldın? 4 kilo. Пишем, да, друзья? Понимаем. Пишем сюда полный перевод. В свободное время смотрим свои записи. Bir şişe süt kaç lei? Bir şişe süt. Bir şişe süt kaç lei? 18 lei. Bilmiyorum şimdi Komrat'ta bir şişe süt kaç lei? Siz daha isteyebilirsiniz. Yazın burayı dostlar. Çantada kaç kağıt var? Çantada kaç kağıt var? В сумке сколько книг есть? Кият. Обратите внимание, как пишется слово кият. Книга. Да, кият. В сумке. Çantada. Где, друзья? Где в сумке? Nerede? Çantada. Çantada kaç kağıt var? 7 kağıt. Посмотрите в сумке ваших детишек и напишите. Kaçıncı katta yaşarsın? Kaçıncı katta yaşarsın? На каком этаже ты живешь? Ты, sen burada kullanmıyoruz. Sen burada yok. Ama sın artık o senin bir forması dostlar. Bilirsiniz mi bunu? Yaşarsın, sen yaşarsın. Bakın benzerler. Sen, sın. Bu ek bize bildiriyor. Hani kime sorarlar? Sen, sana sorarlar. Kaçıncı katta sen yaşarsın? 4. Yazarız burada dostlar. 4. Ben yazayım. Siz de bakın. 4. Dördüncü. 4 у нас идет число и üncu аффикс. 4. На 4 этаже. На каком этаже ты живешь? На 4. Kaçıncı okulda öğrenirsin? В какой школе учишься ты? Öğrenirsin, değil mi dostlar? Bakın. Kaçıncı okulda öğrenirsin? Ya da kaçıncı şkolada öğrenirsin? 9. 6. 5. 8. 129. Пишите, в какой номер, в каком номере, в какой школе вы учитесь. Номер вашей школы. Kaçıncı okulda sen öğrenirsin? Oteldeysin mi? Oteldeysin mi? Ты в отеле? Oteldeysin mi? Ты в отеле? Kaçıncı odadaysın? В какой комнате? Kaçıncı, какой? Kaçıncı odadaysın? В каком номере? Число просят, да? В какой комнате? Номер комнаты. Kaçıncı odadaysın? Oda, комната, odada, другой аффикс, еще аффикс сын. Помните, мы говорили, что язык гагаузский, как и все тюркские языки, помимо этого венгерский, китайский, японский и еще ряд языков являются агглютинативными языками. По-гагаузски говорим eklemli diller. Что значит eklemli? То есть язык
слова, есть корень слова, и при помощи аффиксов меняется значение слова. То есть меняется, расширяется слово. О да, комната. О да, да, в комнате. О да, дайсон сен, ты в комнате. Поэтому наш язык экклемный, поэтому вот такие аффиксы всегда будут с нами, сопутствовать нам всегда. И конец урока. Лавсанды. Лавсанды. Сундук слов. Сундучок. Словарный сундук. Посмотрим. Ода. Пишем внизу или наверху. Комната. Ресим. Рисунок. Или же картина. Долап. Шкаф. Мы это проходили на том уроке, да, друзья? Пала. Ковер. Пожалуйста, смотрим, как пишутся слова и произносим вместе со мной. Я так. Это кровать, постель. Я так. И еще мы говорили, что я так. Это конура для собаки. Оюнджак. Игрушка. Çekmece. Выдвижной шкаф. Çekmece. Çekmece. Aydınlık. Светло. Kapı. Дверь. Пенчере. Пенчере. Окно. Повторяется слово. Телевизор. 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 Компьютер. Диван. Masa. Стол. Скемне. Стул. Geniş кухня. Просторная кухня. Газ плитасы. Газовая плита. Буздолабы. Буздолабы. Холодильник. Тост чекен. Пылесос. Те. Вот. Батю. Брат. Ат. Имя. Каку. Сестра старшая. Батю. Брат старший. Боба. Отец. Şimdi. Сейчас. Yok. Нет. Sokak. Улица. İçer. Комната. Dinlenme. Отдыхать. Башча. Сад. Садик. Банк. Balık. Рыба. Фильджан. Стакан. Обратите внимание, как пишется, друзья. Фильджан. Фильджан. Слово арабского происхождения, поэтому гармония гласных изменилась, но мы не пишем я тут, да. Фильджан. Джан. Джан. Хотя дж смягчает эту букву, но мы пишем фильджан. Ага, батю, вот повторяется. Тут у нас опять это старший брат. Помните, на том уроке говорили. Йорту, праздник. Билет. Булашик, посуда грязная. Бюк, большой. Джевиз, орех. Чамашир, белье для стирки. Грязное белье. Вещи, предназначенные для стирки. Панайыр. Рынок, базар. Базар, да, рынок. Кстати, слово «пазар» происходит от слова, арабского слова «пазар». Рынок. По воскресеньям люди ходили на рынок, поэтому «пазар» в русском языке тоже имеет значение «рынок». И в гагаузском языке «пазар» – это воскресенье. Дальше. Чичек – цветок. Чок – много. Дениз – море. Обратите внимание, пишется «з», произносится «с». Дума günü – день рождения. Дума günü – день рождения. Дюн – свадьба. Руба – одежда. Фындык – орех, маленький орех. Как он называется на русском? Фундук. Лесной орех, да? Фундук. Фындык. Фырча – щетка. Щетка для одежды, для зубов и так далее. Фырча. Все, друзья, на сегодня наш урок закончили. Достlar,
Öğreniriz yeni lafları. Учим новые слова. Учим цифры. Sayıları öğreniyoruz dostlar. Boşlukları doldurup onların fotolarını çekip grupamızda paylaşıyoruz. Gösteriyoruz biz neyi beceriyoruz. Ben beklerim sizin ev işlerinizi. Kalın sağlıcakla. Buluşacağız. Gelen haftaya Salı günü. Sağlıcakla kalın.